Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема звучит так. Как он будет действовать? Его следующие шаги в вашу сторону, либо в сторону развития ваших отношений. Загадайте, пожалуйста, на мужчину, загадайте на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Интересно, очень красивый венец, просто замечательный венец. Смотрите, это вы, такая красивая, стройная, привлекательная. А вот это он. И смотрите, вы друг друга за ручки держите, видите? Красота. Но это венец, это результат. А вот здесь его действия. И эти действия меня, на самом деле, девочки, очень смущают. Смотрите, с вашей стороны башмак смотрит вправо, и с его стороны башмак смотрит влево. Причем эти башмаки на каблуках. Ах, что творится в этом мире? Мои хорошие, как он будет действовать? Неправильно он будет действовать, как-то хитро он будет действовать. Что-то он там тень на плетень будет нагонять. Но сейчас будем разбираться. Он в каких-то заблуждениях находится относительно вас. Да и вы, девочки, тоже в каких-то заблуждениях относительно его. Но ваши заблуждения основаны на его поступках, словах, ну и, конечно же, действиях. Да? То есть, в принципе, по идее, ничего хорошего вы от него не ждете. Либо то, что он делает, на ваш взгляд, недостаточно, да, для любящего мужчины, недостаточно для отношений, недостаточно для счастливой любовной истории. Вас это, кстати, очень омрачает. Вы прям уж голову так склонили и думаете, ах, ничегошеньки не выйдет, да? Скорее всего, ничего не получится. Вот. А он, смотрите, он как будто бы сам себя решил перехитрить. Да? Нет, конечно, он вас решил перехитрить, но по итогу получится, что сам себя решил перехитрить. Я не могу сказать, что он плохой человек. Просто у него скорее как... вот не знаю, как подобрать такое выражение, чтобы никого не обидеть и точно подчеркнуть, что с ним происходит. В общем, сбился ваш мальчик с правильного пути. Не то он вас видит, не то он вас воспринимает. Не до конца, девочки, он вас узнал. Либо еще как не дошло, кто вы есть на самом деле. Может быть, вы не раскрылись перед ним, а может быть, в принципе, мальчик такой немножко тугенький, да, не все сразу понимает, не все сразу схватывает. Ну, так иногда бывает, да, так иногда бывает. Ну, что сказать, будет действовать, хитро будет действовать. Здесь какой-то путь, знаете, такого манипулятора, симулянта. Да? Он может манипулировать, играть на ваших чувствах, он может притворяться, например, притвориться больным, притвориться очень занятым, притвориться равнодушным. Да? Он как будто бы вот как кошки-мышки играет. Но это игра в одни ворота, да? Сам с собой мальчик играет. То есть, совсем не мужское поведение. Не то, чего вы ждали, и не то, на что в глубине души надеялись. Девочки, да, он вас в своем поведении, отношении разочарует. Я скрывать не буду, буду говорить, как оно есть. Но дайте ему право на ошибку. Нет среди нас таких идеальных, которые все без ошибок делают. Нету, просто не существует. Вся наша жизнь – это путь проб и ошибок. Главное, чтобы он понял, в чем его ошибка. Главное, чтобы он ее исправил, проработал, осознал, да, и в будущем никогда не допускал. Поэтому, девочки, я понимаю, что вам обидно. Я понимаю, что вы достойны лучшего. У меня тут все принцессы, как минимум, а так и королевы, императрицы.
Вы все разные, но вы все просто совершенны. Мужчине, пожалуйста, не попу показывайте, да, не спину, что вот я обиделась, отвернулась, не сильно больно надо, а как малому ребенку объясняйте, что вам это не нравится, вам это не подходит. И вот прям открывайте ему глаза и говорите: я хочу так и так. Мне нужен такой и такой мужчина. Я жду там ухаживаний, цветов, ответственности. Да? Я хочу этого. Можешь мне это дать? Ок, я рассмотрю тебя. Не можешь? Иди, Бог, вон порог. Да? Иди на все 4 стороны. Просто когда вы играете в эту игру угадайка, да? Угадай, что я хочу, да? Либо угадай, какое у меня настроение. У него мозг взрывается, он не понимает. Не понимает. Он считает, что вы какая-то, балованная, да? Капризная дамочка. И, возможно, действительно он раньше общался с такими женщинами, и у него действительно сложилось такое мнение. Вот такие вот были учительницы у него. Может быть, мама у него такая, там, сестра такая, да? Откуда что он это узнал, увидел? И вот он думает: ага, значит, надо так, да? Кто кого под себя подмять сможет. Да, вот кто на себя это одеяло перетащит, тот и молодец. Да. Вот у него такое отношение. Это, конечно, глупо, это абсурдно, и это даже обидно в какой-то степени. Но, тем не менее, он другого не видел, он другого, к сожалению, не знает. Девочки, покажите ему другую сторону любви, покажите другую сторону отношений. Когда люди нормальные, адекватные, все могут обсудить, обо всем могут поговорить, друг перед другом раскрываются. Не тайные секреты, обиды, а именно объяснение, разговор, выражение чувств, выражение мыслей, эмоций. Да? Вот это нужно давать. Вы, не обижайтесь, конечно, вот кто, если мужчины, не дай бог, меня смотрят, но здесь женщина, она умнее. Пожалуйста, делайте скидочку на то, что мужчинка такой, немножко заблудившийся. Вот представьте, человек заблудился, а вы его обвиняете. Вот ты дурак, сам пошел в лес и заблудился. Да, возможно, он такой, но дайте же ему шанс, дайте же ему возможность все делать правильно. Подсказывайте, девочки, от вас не убудет. Я вам гарантирую, не убудет. Но зато ваши отношения наконец-таки сдвинутся с этой мертвой точки. Либо отношения наконец-таки начнут развиваться. Да. Протяните вы ему эту руку, да, мира. Сделайте хоть маленькое усилие над собой. Воспитайте этого мужчину. Приятно, когда попадаются мужчины уже готовенькие, да, все сам знают, все умеют. Но это крайняя редкость, крайняя. И обычно такие мужчины с очень богатым приданым в виде там кучи бывших, детей, там, я не знаю, там, родственников. Вам же это не надо, не надо. Воспитывайте его под себя, у вас прекрасная возможность. Этот мужчина, он как, знаете, чистый лист. Вот пиши на нем свою историю. Пиши свои пожелания. Прекрасная возможность, на мой взгляд. Не теряйтесь, не обижайтесь, а именно помогайте, подсказывайте. Хотите, намекайте, хотите, прямо говорите. Вот как у вас получится, так и делайте. Но ни в коем случае от него не закрывайтесь. Я вижу его шаги, это ошибки, это кретинизм в чистом виде. Но вот такой он, понимаете, любовь в голову ударила. Мозги поплавились, вот все, что он может, это вот такие глупые поступки совершать. Притворяться, играть, да, типа там не сильно надо. На самом деле очень надо. Ему вас очень сильно не хватает. Хоть волком вой, понимаете, от тоски по вам. Не хватает вас. Но в то же время он типа такой равнодушный, отстраненный. Говорит: да я ей, наверное, и не нужен, да. Не сильно там она за мной, мной интересуется, не сильно она на меня внимание обращает. А вы ждете от него этих фанфар, подарков, романтики. Понимаете, бывает, когда люди вот так встречаются и в плену таких заблуждений и глупостей. Дайте мужчине шанс. Не судите его строго за его промахи. Лучше, наоборот, помогайте ему осознать
что он мужик, и подскажите, как нужно действовать, как за вами нужно ухаживать, как надо развивать ваши отношения, как брать на себя ответственность, как вести вас под руку, да, по жизни. Вот покажите, объясните. Это не плохо, это не страшно, это нормально. Нормально, вот поверьте. Не закрывайтесь от него. Сейчас, конечно, настроение у вас не очень. У него, кстати, тоже не очень. И вот как и вам, ему тоже кажется, что вы как-то в тупик заходите. И причем в тупик, конечно, завел он вас. Да? Ну и вас, и себя, да, ваши отношения завел в тупик. Но нужна подсказка, нужен этот волшебный пендаль, который все исправит. Девчонки, ну неужели вам жалко ему подсказать, да, подтолкнуть его к правильным решениям? Делайте. Не надо ждать от него. Подсказывайте, прям говорите, хочу так, хочу это. Сегодня сюда, завтра туда пойдем. Да? Будем там, не знаю, присматривать квартирку, будем присматривать там, мебель. Да? Вот так ему и говорите, он будет этому только рад. Я вам гарантирую. Ну, здесь какие-то глупости. Я даже не хочу говорить про эти глупости. Он и сейчас глупит, а дальше будет только больше, если честно, если вы ему не подскажете. Поэтому я считаю, что никчемное это занятие говорить про его глупости, знаете, как будто бы за его спиной его обсуждать. Ну, по крайней мере, это вот ощущение такое идет. Да, вы все знаете своих мужичков, все вы прекрасно все знаете. Подскажите им, помогите им выйти из этого сумрака под ясное чистое небо, под солнышко. Помогите. Поверьте, мужчина воздаст вам и любовью, и лаской, и заботой. Да, так иногда бывает. Ну вот видите, какая у вас интересная, запутанная история любви. Смотрите, вот здесь ваше будущее. Как я сказала, вы вдвоем, вы очень счастливы. Здесь вообще у меня как жених с невестой. Я не исключаю, что здесь девчонки загадали, кто уже в паре, в браке с этим человеком. Ну вот прям, да, идеальная пара. Просто идеальная пара. Здесь, кстати, два человека, которым очень сильно от мужчины обломится. Двое, не один. Ну, один это может быть, там, не знаю, мама, бывшая, настоящая, не знаю, там, соперница, грубо говоря. А второй, я, к сожалению, не могу сказать, кто. Но и одному, и второму обломится. Он отвернется от этих людей. Отвернется и больше не повернется. Может быть, вы мне в комментариях напишите, кто эти два человека, которые очень деструктивно влияют на вашего мужчину и, в принципе, на ваши отношения. Он от них точно отвернется. От них он отворачивается, к вам он поворачивается. Между вами здесь просто идиллия. И смотрите, какая прекрасная птица с вашей стороны. Просто чудесная. Эта птичка, она говорит о вашем счастье, о состоянии вашей души. Вы счастливая с ним рядом. У вас, смотрите, вот сердце, любовь у вас с ним. У вас все замечательно. И еще один очень важный момент, девушки, женщины, в вашем доме ожидается большая прибыль. У вас, у кого-то из ваших близких, да, вот всякие хорошие такие изменения, когда дом наполняется именно вот ресурсами, там, финансовые ресурсы, там, материальные ресурсы, что угодно может быть. Но вот прям в дом ваш прибудет, в вашу семью и в ваш дом. Если вы с этим мужчиной вместе, то ваш общий дом прибудет. Это блага, однозначно блага. И, возможно, девушки, у вас сейчас есть какое-то желание, либо какая-то мысль, вот чего-то хотите, просите этого, вы это 100% получаете. Когда вы с ним вместе, когда у вас все идеально, вы это все получаете. Либо благодаря тому, что такая благотворная энергетика у вас образуется, либо, знаете, как время пришло. Наконец-таки пришел ваш час не отдавать, не терять, не лишаться, а получать. Причем получать сполна. Мне очень нравится эта отсыпка. Да, конечно, вот сегодняшняя ситуация, ну такое, не очень, ну мягко говоря. А вот ваше будущее, оно просто прекрасно. Тут совместное будущее. И, девочки, у кого-то прям отыграется история. Тоже не буду лукавить, скажу как есть. Может быть, у 2-3%
отыграется ситуация, что вы с мужчиной с этим на время расстанетесь. Расстанетесь для того, чтобы в будущем сойтись и друг друга сделать счастливыми. То есть, знаете, такая вынужденное расставание. Это даже не пауза, это именно расставание. Вот жизнь как разбросает вас. Его в одну сторону отведет, вас в другую сторону отведет. Это для того, чтобы вы наконец-таки друг друга оценили. Это для того, чтобы ваша любовь именно в разлуке укоренилась, окрепла, да, встала на ноги. Стала вот прям, знаете, как открыла вам глаза, кто вы для него и кто он для вас. Вот чтобы не разлучить, а чтобы наоборот еще больше усилить и скрепить. Поэтому относитесь ко всему с пониманием. И знаете, что вот это ваше будущее. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя, особенно свою нервную систему. И относитесь к этому мужчине как к глупому, маленькому ребенку, да, которому нужно все объяснять и растолковывать, прям разжевывать и в ротик ложить. Но, к сожалению, вот он такой. А может быть и к счастью, да, потому что мужчину, как я сказала, вы можете воспитать под себя. Это неплохо, это очень даже неплохо. Хотя бы попробуйте. Так, любви вам, счастья, вот этой вот прекрасной картиночки, да поскорее. И пусть все у вас будет идеально. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока.